Здравствуйте всем! Я думаю, что нам надо говорить, как жизнь тут в США, потому что все думают, что США такая прекрасная страна, и действительно это не совершенно правда. У каждой страны в мире есть проблемы, и сегодня я буду говорить о проблемах в США. Сейчас происходит голосования между Обамой и Ромни, и я хочу всем сказать, что вдвоем Обама и Ромни придурки. Во-первых, у нас в США тоже есть своя коррупция. Часто мне приходят иностранцы и говорят: о, надо голосовать за Обаму, потому что он хочет сделать так, чтобы был бесплатный healthcare. Это никогда не случится. Я не думаю, что это когда-нибудь случится, потому что это просто совершенно нет. Он какой-то там сделал, сделал какой-то закон, что было сложнее для insurance компаний, я не знаю, как это по-русски, чтобы не было очень дорогое у нас insurance, но я, честно сказать, это не заметила. В Мичигане недавно был такой, у нас недавно, 2 года тому назад, наверное, мы голосовали для нового, я даже не знаю, как это сказать по-русски, governor. Его зовут Рик Снайдер. Он самый большой осел в мире. Во-первых, у нас много есть людей тут, которые очень бедные, и они живут на такую штуку, которая называется в Америке welfare. Это когда государство дает деньги людям, которые не могут выжить, потому что у них очень низкая зарплата. По сравнению с Россией, здесь действительно дорого жить. Я про это потом буду рассказывать, но здесь не так уж легко. Если у тебя нормальная работа есть, где твой зарплата около $3000 в месяц, тогда тебе нормально тут жить. Но если ты работаешь в Макдональдсе, и ты зарабатываешь $7 в час, как ты можешь выжить и даже помогать своей семье? Это просто невозможно. Я старалась сама жить сама в своем апартаменте, бла-бла-бла. Но работать в Макдональдсе за $7 в час, 40 часов в неделю, это не хватает. Ты не сможешь за свою машину заплатить. Рик Снайдер сделал это, он отобрал. Он начал, у меня отобрали мой health insurance. У меня должен был health insurance быть до тех пор, пока мне 21 год. Он отобрал. Мне 19 лет, я получила письмо в моей почте, что у меня больше health insurance нету. И теперь я не могу пойти в госпиталь по поводу моих проблем, которые я уже очень долго ходила, потому что у меня болит очень в моем животе и в желудке, иногда я даже не могу спать, потому что оно так сильно болит, и никто не может. И мы наконец-то почти узнали, что это было такое, мы были готовы пойти к доктору, а теперь я даже к доктору не могу пойти, потому что у меня нету health insurance. Или если что-то со мной случится, где у меня там что-то болит, или я вырываю, или кто знает, что со мной происходит, я не могу пойти в госпиталь, потому что у меня нету health insurance. Слава богу, я не слишком старая, и у меня нету таких ужасных болезней серьезных. Ну, у меня там есть одна знакомая, которая со мной работает в Макдональдсе, ей около 46 лет, она со мной работает в Макдональдсе, потому что ее недавно выгнали с работы 5 лет тому назад в General Motors, потому что у нас экономика упала, и всех выгоняли с работы, потому что никто не хотел покупать наши машины. Экономика упала, и в Детройте наша экономика, большинство и наших денег, оно все влияет на машин. И у нас это очень плохо происходит. Много людей выгнали с работы, и вот ее выгнали с работы, и теперь она работает в Макдональдсе. И у нее тоже недавно Рик Снайдер отобрал, у нее health insurance, и теперь она пошла в госпиталь на 2 ночи, и ей стоило это $10 000. $10 000! Она столько не зарабатывает в 6 месяцев. Она, наверное, столько даже в год не зарабатывает, кто знает. И вот такое у нас происходит. Во-вторых, если еще у нас проблема тут, это если мужчина хочет учиться в школе, и он от бедной семьи, и ему надо брать это, и ему надо student aid. У нас student aid такая штука, где если у тебя зарплаток у твоих родителей небольшой зарплаток, и они совершенно не могут заплатить за твою учебу, ты можешь попросить государство для денег, и они пару годов будут за тебя там платить. И давать тебе всякие такие штуки, как grants и бла-бла-бла. Если мужчина хочет за такое регистрироваться, ему надо еще в армию регистрироваться. Теперь, там есть люди, которые будут совершенно идти за США и говорить, что Маша, это не обязательно так, можно это и это сделать.
Но, слушайте, если у тебя родители не могут заплатить за учебу, и ты бедный, зачем тебе надо в армию регистрироваться за это? Я не согласна с этим, потому что США всегда идет в войну с другими странами. Это всегда. Майкл Мур, это один из наших директоров из Мичигана. Он живет он жил в городе, который час от Детройта, или 2 часа, я не помню. Он сделал много документарий по поводу много коррупции, которая происходит в нашей стране. Он спросил несколько конгрессменов, у вас сыны, они в армию регистрировались или нет? И ни одного конгрессмена не был сын, который в армии регистрировался. Почему? Потому что им не надо. Эти мужчины миллионеры, они могут платить за своих сыновей, чтобы они учились в школе и так далее. Но не бедные люди, которые на welfare живут. А они должны регистрироваться на армию. И вот они этих бедных мужчин выставляют на войну, выставляют, чтобы там в Ираке стрелять других людей за их деньги, чтобы им там эти oil-компании или что-то там деньги им дали. Да, вот для чего, вот как это работает. Там больше женщин, я думаю, в школе сейчас учатся, чем мужчины, потому что мужчины даже не хотят, потому что им надо эти student loans брать и так далее. И кто знает, если они даже найдут работу после этих student loans. Они закончат школу, и потом они будут узнавать, что вот, мне там больше чем 100 тысяч долларов в долге, мне это все надо выплатить, я только что закончил школу и даже работу не могу найти. Жизнь тут не уж такая прекрасная, как все там считают, здесь не уж так легко жить. Я могу рассказать, сколько тут стоит в апартаменте жить и так далее. Я могу сделать видео на это, но я не знаю, потому что я знаю, что там будут люди, которые будут на меня там орать. Говорят, что Маша, это не совершенно правда, здесь жизнь в Америке такая прекрасная. Но я так не считаю. Если у вас есть нормальная зарплатка и хорошая работа, и есть деньги, тогда да, тут прекрасно жить. Но если вы приходите из семьи, где там, знаете, из плохой семьи, здесь очень сложно начать новую жизнь, где ты зарабатываешь деньги. Да, можно стараться, но вряд ли со всем этим беспределом, я не знаю. И да. Еще я сняла видео, где я была в Нью-Йорке, потому что я там ехала во Францию. Я ехала с Нью-Йорка, потому что я хотела увидеть Нью-Йорк. И он не был таким прекрасным, как я считала. Я не знаю, если я всем рассказала. И да, и вот я сняла видео, где я вылетаю с JFK. И да, я не знаю, если это вам будет интересно, но моим друзьям было интересно. И вот я это видео поставлю в конце. И да, это и все. И да. Please be ready for city demonstration. If the cabin pressure drops, oxygen masks will appear automatically. It's important that you put on your own mask before helping anyone else. Vastaa mielellään kysymyksiinne turvallisuusasioista. Cabin